В этом году планируется построить 5 мостов и отремонтировать 60 бишкекских улиц общей протяженностью 70 километров. Все это в рамках второй фазы проекта развития улично-дорожной сети за счет гранта КНР. Все работы рассчитаны на 2 года. Китай выделил грант в размере 42 миллионов долларов. Ну, в этом году у нас идут те объекты попали, которые нет вопросов по сносу. Есть у нас некоторые граждане, которые самостоятельно захватили территорию улицы. Есть некоторые, которые сейчас будут работать комиссии, где нужно будет в судебном порядке или в добровольном порядке рассматривать согласно земельного кодекса. То есть выкупаться могут эти земли. Ремонт начался на улице Ташкентская от Турузбекова до Тоголо-Камолдо. Сейчас на этом отрезке временно ограничено автомобильное движение. Работы завершат к концу ноября. Компания-подрядчик обещает к этому времени обновленное дорожное покрытие, новые бордюры, тротуары. В рамках второй фазы многие улицы расширят и даже построят заново. Также установят ирригационные лотки. Планируем улицу Сухобатора от улицы Каралаева и соединить улицу Душанбинская со строительством моста. В общем, у нас на второй фазе будет 5 мостов. Мы их будем по технологии строить именно в зимний период. Строительством занимается китайская корпорация China Road. Эта же компания 2 года назад построила и отремонтировала 48 столичных улиц. Обещали, что дороги прослужат как минимум 15 лет без капитального ремонта. Но спустя уже год пришлось ремонтировать их заново. Более того, на реконструированных улицах дефекты устраняются по сей день. По договору этим занимается сама компания-подрядчик. В сегодняшний момент они все дефекты устраняют. На второй фазе мы немножко хотим применить другой подход. Мы хотим сейчас за каждой улицей уже персонально закрепить технадзоров именно приказами. Помимо технического надзора у нас еще будет осуществляться государственный надзор со стороны Госэкотехинспекции. Мы надеемся, что на второй фазе таких больших нарушений не будет. Не успела начаться вторая фаза проекта, так уже посыпались вопросы. Эксперты полагают, что и в этот раз масштабной проверки со стороны муниципалитета не будет. Мэрия не следит за ходом строительства и качеством работ. 2 года будут строить, еще 2 года устранять дефекты. Да и по срокам есть опоздание. Повлиял карантин из-за коронавируса. Дефекты появляются на тех дорогах, на которых работают наши бишкекские службы. Я сам не раз убеждался в качественной работе китайской компании. Они работают с 5 утра до 11 часов ночи, и особых нарушений нет. А вот на некоторых улицах действительно есть недочеты, однако их допускаем мы сами. По первой фазе очень много вопросов, однако это не повод останавливать вторую фазу, потому что эти политические события могут повлиять на многое, и соседние республики могут просто заморозить проект. Нам этого не нужно. Дороги нужно строить, но качественно. Активные работы начнутся уже в следующем году, сказали в мэрии. Из-за критики городские власти не рискуют перерыть весь город и оставить на потом. Ведь бишкекчане особо следят за ходом работы в строительстве дорог. Элиза Балбакова, Гульчура Казымкулов, Нью ТВ.